Доброе утро, Республика! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И я его ведущий Максим Гоголев. Сегодня на календаре 21 августа, среда. Сегодня отмечается День офицера России. Мы поздравляем всех офицеров нашей страны. И День Стрибога, божества древнерусского пантеона. Традиционно считается богом ветра и воздуха. День сбора диких трав. Согласитесь, сложно представить приготовление пищи без добавления всяких всеразличных трав, специй. Также широко известно применение в сфере медицины, фармакологии и так далее. Этот день запомнился для республики тем, что в 1954 году в бассейне реки Далдын, что находится в Булунском улусе, открыто первое коренное месторождение алмазов. Кимберлитовая трубка, названная зорницей. А теперь давайте узнаем, какая погода ожидает нас сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные улусы в 6 часов утра 11-13, днем 18-19. Тече 12-16, днем 18-21. Южные улусы 6-11, днем 16-19. Вилюйские улусы 10-13, днем 18-22. Нижнеленские улусы 13, днем 15-18. Западные улусы 10-12, днем 18-23. Колымо-Индигирские улусы 7-17, днем 20-24. Янские улусы 3-13, днем 18-23. Северо-западные улусы 9-13, днем 10-14 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 13 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Днем ожидается плюс 16, плюс 19 градусов тепла. Такая погода ожидает нас сегодня, а сейчас я передаю слово своим коллегам из информационной службы новостей. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Строительство жилья в России в июле этого года увеличилось на 26,2% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Такие данные приводит Росстат. В оперативном докладе говорится, что показатель достиг 6 миллионов 200 тысяч квадратных метров. Всего в прошлом месяце построено почти 82 тысячи квартир, а с января по июль 480 тысяч. В денежном выражении объем строительства в июле в сопоставимых ценах вырос на 0,2% к уровню июля прошлого года и составил 813 миллиардов рублей. По информации Минсельхоза региона, в этом году в республике планируется заготовить 360 тонн дикоросов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Из них 90% – это брусника. Заготовкой и сбытом в основном занимается компания «Ягоды Якутии». Также работа ведется в Амгинском, Намском и Сунтарском районах. Килограмм брусники примерно принимают за 150-200 рублей, голубику – за 250 рублей. Для организации заготовки через ФПК Туймада производителям будут выделяться займы с низкими процентами. Общая сумма составит 50 миллионов рублей. Если в каждом районном центре мы сможем организовать заготовку дикоросов, то получается у каждого жителя появится возможность иметь дополнительный доход за счет сдачи ягод. А учитывая, что у нас территория республики безгранична, то этот доход он может быть увеличиваться. То есть если мы говорим сейчас 360, то не исключено, что в следующем году объемы заготовки увеличится как минимум в 2 раза. Еще один большой рынок дикоросов, для сиропов точнее, это именно социальное питание. Вот недавно, совсем недавно, буквально вчера были разыграны торги на школу, на организацию горячего питания. И в каждом типовом меню было, что детям в школу будут давать морсы из брусники.
Устав Национального парка «Ленские столбы» утвержден на основании постановления правительства России приказом Минприроды страны. Так, целями деятельности учреждения являются сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов. Также в цели деятельности парка входит экологическое просвещение населения, осуществление научной деятельности в области охраны окружающей среды, осуществление государственного экологического мониторинга, а также создание условий для туризма и отдыха. Останки древних мамонтов и шерстистых носорогов, найденные в селе Кытылджура Хангаласского района Якутии в ходе летней экспедиции Российского географического общества. Как утверждает молодой ученый-палеонтолог Иван Пономарев, подобные находки для Центральной Якутии очень редкие и поэтому особенно ценные. На данный момент учеными началось изучение находок летней экспедиции, а зимой будет проведена радиоуглеродная датировка, чтобы точнее установить возраст останков. Помимо костей мамонтов и носорогов обнаружены рога и фрагменты древнего оленя, что также является ценной палеонтологической находкой. Там было, по всей видимости, открыто новое местонахождение мамонта и фауны для Хангаласского улуса. В Хангаласском районе есть несколько местонахождений мамонта и фауны, но это именно что новое. Это потому что, поскольку это новое местонахождение, конкретный возраст сказать нельзя. Ну, в общем, это ясно, что потому что это представитель мамонта и фауны, можно сказать, что это плейстоцен, то есть эпоха ледникового периода. Но какой конкретно плейстоцен, поздний, там, средний, ну, скорее всего, поздний, но это еще надо проверить. Сегодня начинает работу молодежный образовательный форум «Синергия Севера». Он пройдет до 25 августа в селе Намцы Намского улуса. Представлено 5 направлений. Лидеры Якутии, «Я инженер», молодежь Арктики, «Профлайф» и «Мы добровольцы». По итогам защиты единая судейская комиссия определит победителей направлений, а лучшие проекты получат гранты. На телебашне Якутска 22 августа, в день российского флага, зажгут архитектурно-художественную иллюминацию в цветах триколора. Подсветка телебашни будет включена с 21:30 до часа ночи. Министерство инноваций республики предлагает горожанам сфотографироваться на фоне телебашни и разместить фотографии в социальных сетях с хэштегами «Мой флаг» и «Флаг моего государства». Таковы были новости к этому часу. Оставайтесь с нами и до встречи в эфире. Спасибо нашим коллегам. Не за горами сентябрь, а это значит, что родители и дети усиленно готовятся к началу нового учебного года. Наша съемочная группа поинтересовалась в Роспотребнадзоре, насколько готовы наши школы. Смотрим. До начала нового учебного года остаются считанные дни, и многие родители, отправляя своих чад в школу, желают знать, готовы ли образовательные учреждения к приему детей. Ждут ли ребят просторные классы с удобной школьной мебелью и снабжены ли они необходимым оборудованием. Достаточно ли укомплектованность учреждений педагогическими кадрами? Эти и многие другие вопросы волнуют мам и пап в преддверии школьных будней. В настоящее время у нас обследовано 488 школ нашими территориальными отделами и центральным аппаратом в городе Якутске. Есть небольшие замечания по ремонтным работам, которые еще не завершены в школах, а также недостача документов, таких как по медицинским осмотрам, по лабораторным исследованиям воды. В целом у нас ситуация по подготовке школ к новому учебному году остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Тем не менее, есть школы, которые не откроют свои двери к 1 сентября. Капитальный ремонт будет завершен только к ноябрю. Это школа в селе Бяди Усть-Алданского района, Бядинская основная общеобразовательная школа. Вторая школа – это в Верхневилюйском районе, Верхневилюйская СОЖ. Третья школа – это у нас в Нерюнгринском районе, СОЖ номер 9, в поселке Чульман. Дети, которые должны были обучаться в этих общеобразовательных учреждениях, они будут переведены в другие. Также у нас проходит с 16 августа горячая линия Управления Роспотребнадзора по вопросам безопасности и качества детских товаров, а также по вопросам подготовки к новому учебному году. А сегодня родители вовсю закупают школьные принадлежности, но стоит помнить, что есть санитарные и токсикологические требования к каждому предмету. Так, например, школьный ранец для начальных классов должен весить не более 700 грамм, для старших классов не более 1 килограмма.
Также ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Общий вес всех школьных принадлежностей не должен превышать 4 кг для старшеклассников. Есть еще ряд требований ко всем школьным принадлежностям и форме, с которыми подробно можете ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзор. Сегодня сложно представить нашу жизнь без гаджетов. Как сотовые телефоны влияют на здоровье и психику ребенка? Стоит ли запрещать их на уроках и переменах? Министерство образования порекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года. Более подробно об этом нововведении смотрите в следующем репортаже. Абсолютно всем участникам образовательного процесса, то есть и детям, и учителям, предлагается переводить гаджеты в режим без звука. Эта мера направлена на профилактику вреда здоровью и повышение эффективности учебного процесса. Уточняется, что запрет не коснется детей, нуждающихся в использовании устройств по состоянию здоровья, например, для мониторинга уровня сахара крови при диабете. Длительное использование телефона, в том числе во время пребывания в школе, может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, отмечается на сайте. В частности, предлагается отказаться от ношения телефонов на шее, поясе и в карманах. Кроме того, специалисты советуют сокращать время контакта с гаджетом и максимально удалять его от головы в момент соединения и разговора. Для этого рекомендуется использовать громкую связь и гарнитуру. Минпросвещение рекомендует школам предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать способы коммуникации родителей с детьми в случае необходимости. В течение года после публикации рекомендаций Роспотребнадзор проведет мониторинг здоровья школьников, а Рособорнадзор вместе с Российской академией образования проверят, повысилась ли эффективность образовательного процесса. Все школьники после сдачи ОГЭ задаются вопросом: остаться в школе либо идти в колледж. Наш корреспондент Александр Задорожный узнавал, почему же школьники оставляют родные школьные стены и уходят во взрослую жизнь. Смотрим. Уже в 16 лет каждому школьнику предстоит сделать свой первый жизненный выбор – продолжить обучение в школе или пойти в колледж и начать осваивать профессию. Якутский индустриально-педагогический колледж в этом году получил более 600 заявлений на 175 мест, и на то есть свои причины. Есть у нас очень интересные специальности. Это мастер по ремонту автомобильного транспорта, сварочное производство, которые входят в топ-50 лучших профессий. Это зависит наверняка от профориентационной работы в школе, от родителей, которые проводят такую работу. Любой желающий после окончания 9 или 11 класса может подать заявление и продолжить обучение в колледже. После подачи заявления абитуриент проходит собеседование, после чего узнает результаты. У нас по 2 профессиям. Это с девочками после 9 класса, конструирование, моделирование и технология швейных изделий, а также сварочное производство для мальчиков после 9 класса проводится собеседование. Здесь принимают участие все члены приемной комиссии, а также педагог-психолог, социальный педагог. И собеседование ориентируется именно на увлечение, на спортивные достижения, на участие данного абитуриента в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах и так далее. После окончания колледжа ребята становятся специалистами и могут самостоятельно зарабатывать деньги. Мы узнали у абитуриентов, почему они решили уйти из школы и начать осваивать профессии. Потому что мне понравилась специальность конструирования и моделирования швейных изделий. С детства я видела, как моя тетя шьет, и мне это очень понравилось. Я тоже хотела, унаследовать, да? Вот, поэтому я выбрала этот колледж. Потому что друг предложил поступить в ЕИПК на сварочное производство, и сварочное производство – это востребованная профессия. Популярность среднего профессионального образования набирает обороты. В Якутском индустриально-педагогическом колледже представлен широкий перечень специальностей, и каждый найдет то, что ему по душе.
21 августа 1981 года ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления. И на эту очень актуальную тему мы позвали сегодня Александра Николаевича Федорова, кандидата географических наук, заместителя директора по научной работе Института мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, о происхождении нашей вечной мерзлоты. Ну, вечная мерзлота является продуктом климата. Там, где солнечная радиация доходит слабее, вот образуется он там. Но, однако, есть и другие факторы, которые играют в распределении вечной мерзлоты. Это циркуляция атмосферы, это горные породы и так далее. Но главнейшим является сам климат. Понятно. Тема глобального потепления все чаще обсуждается у нас в обществе, да? Любые катаклизмы, какие-то необычные поведения природы, мы все это приравниваем к будущему потеплению, да? Скажите, пожалуйста, какие основные показатели глобального потепления? Ну, первый, самый главный показатель – это повышение температуры воздуха. Но климатология – это есть такое понятие средняя годовая температура. Вот это, он является вот основным критерием определения вот уровня вот это изменения климата. И, конечно же, от до индустриального периода в наше время средняя годовая температура на Земле, она повысилась где-то около 1,5 градуса. Но это считается достаточно большим потеплением, потому что вот Рио-де-Жанейро, Парижское соглашение там и так далее, вот мы страхуемся от среднегодовой температуры повышения на 2 градуса. Конечно, но, однако, вот это потепление, оно выборочное, выборочно влияет на ландшафты Земли. Где-то больше, где-то меньше, вот таким образом. Скажите тогда, пожалуйста, как повлияет на нашу республику, в частности? Ну, наша республика, конечно, одно из самых больших изменений климата везде вот, отмечают это Арктика и Субарктика. И, конечно же, наша республика, она находится в этих зонах. И поэтому одно из самых больших влияний приходится вот на нашу республику. И самое главное, еще это усугубляется тем, что мы республика, которая лежит на вечной мерзлоте. Вот это самые большие вот эти основные моменты, связанные с нашей республикой. Ясно. Александр Николаевич, есть ли возможность, возможно, в будущем, или не думаю, что в наше время, да, надеюсь, что как-нибудь стоит подготовиться человечеству к этому катаклизму? Нет, это, само собой, стоит, конечно. Ученые над этим работают. Но то, что ученые естественного направления, они то, что изучают, как вот, изменяется сам климат, потом, как реагирует природная среда на эти изменения климата. Вот этим очень серьезно работают. И, конечно, и в Якутске работают. И, конечно же, определенные успехи, научные успехи, конечно, есть. Но эти успехи должны как-то вот дойти до людей. Ну да. Самое главное. Конечно. И, конечно, адаптация-то, она не нужна ученым. Она нужна людям, населению, всем. И, конечно, вот над этим должны работать не только ученые, над этим должны работать все. Да, и активисты. Ну, в первую очередь это руководство. Потому что то, что мы говорим, где-то идет сильные изменения, очень сильная реакция. Потому что в Якутии там 30%, около 30% территории
она очень сильно чувствительная ко всем изменениям, не только к климату, но и антропогенному изменению, потому что содержит наша мерзлота в этих 30% территории содержит очень много подземного льда. Этот подземный лед тает. Есть такие участки, они закартированы, они все везде, они о них знают. И, конечно же, в этих условиях вот эта адаптация людей разъяснять, как вот это изменения, они идут, какими темпами, к чему приведут, вот это люди, не только ученые должны знать, это должны знать люди. Да. И хотелось бы узнать, Александр Николаевич, о ваших ближайших планах по этой программе. Конечно, не только Институт мерзлотоведения, но все институты Якутского научного центра, университет наш, они работают вот над этой проблемой, над проблемой глобального потепления климата и как повлияет на нашу жизнь. И, конечно же, у нас практически все, очень много научных тем, проектов связаны с этой проблемой. И, конечно, мы работаем, и то, что самое вот ближайшее, наверное, ближайшие там 5-10 лет, мы должны вот этот посмотреть, оценить устойчивость вот этой вечной мерзлоты, ландшафтов на вечной мерзлоте, и как они повлияют на жизнь людей. Вот это вот одна из первых задач, которые стоят. Спасибо, Александр Николаевич. Я напоминаю, с нами был Александр Николаевич Федоров. Спасибо большое за очень интересный разговор. Я надеюсь, мы еще скоро встретимся. Вам большое спасибо. До свидания. Хорошего дня вам. Спасибо. Библиотеки стали не только тем местом, куда приходят читать книги, либо за абонементом. Это стало еще и той площадкой, где любому человеку можно будет раскрыть свои возможности. Такой шанс дался, так как появилось новое направление – библиотечное волонтерство. Давайте посмотрим. Волонтерство в библиотеке означает помощь в воплощении в жизнь сказочных историй для самых маленьких читателей, предоставление библиотечных услуг для пожилых людей, оказание помощи пользователям в изучении компьютерных технологий. Это значит развивать новые навыки, делиться своей любовью к чтению и библиотекам с другими. В наши филиалы может записаться любой совершеннолетний гражданин города Якутска и пригородов, соответственно, может выбрать направление, навык, которым он обладает, каким он хочет поделиться с нашими библиотеками. Это может быть IT, это может быть наука, культура, туризм и так далее. В данный момент у нас 64 заявки. Все эти волонтеры уже были распределены по нашим филиалам. На территории городского парка в лесной библиотеке еженедельно проходят различные мероприятия на любой вкус для всех желающих. Так, студия «Крафт» организовала мастер-класс по росписи на деревянных изделиях. Маленькие участники сотворили своими руками значки и брелоки. Вика, расскажи, пожалуйста, что ты сделала? Пепперони. А из чего ты ее сделала? Покажи нам. Шил, тесто и колочка вот здесь что. Я сделала гномика. Я сделала картинку из куколки Лол, раскрасила красками. Одним из девизов нашей студии является это, чтобы творчество было доступно каждому человеку. То есть мы нацелены на то, чтобы именно творили и от маленького возраста до взрослого возраста. У нас в городе, есть, конечно, много развлекательных мест, да, но иногда людям надоедает именно в кино ходить, только в кафе ходить, а мы именно предлагаем такой формат времяпровождения полезный, чтобы они приходили к нам, объединялись, тем самым
вместе, например, семьи, классы и компании. То есть арт-тимбилдинги тоже проводим. Если лесная библиотека будет работать лишь до конца лета, то волонтерство на этом не заканчивается. Каждый может подать заявку на сайте и вступить в ряды волонтеров. 17 городских библиотек открыты для новых идей и сотрудничества. Каждый из них получит личную книжку волонтера, где будет указываться каждое мероприятие, в котором данный волонтер принял участие, чтобы в конце года мы смогли создать общую картину библиотечного волонтерства в городе Якутске. Всего у нас около 36 тысяч читателей, которые посещают нас в течение года. У нас есть 2 детские библиотеки, 1 детско-юношеская, но в каждом нашем филиале есть детская кафедра, то есть каждый наш филиал рассчитан на разную аудиторию. Есть, допустим, у нас библиотека «Мир приключений», где человек может почитать фантастику, детективы, то есть у них есть своя узкая специализация. Мария Павлова, Илья Жараев. Новый день. На этом я с вами прощаюсь. Я вам желаю отличного дня. Будьте с нами.